Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! С кем мы уже виделись, кого видим впервые, всем рады. Сегодня встреча наша, хотелось бы, чтобы она была не совсем обычная. Для начала это должен был быть круглый стол, но мы назвали, вот если вы программу посмотрите, мы назвали ее «Беседа за круглым столом». Он, конечно, не очень круглый, но тем не менее. Мы друг друга видим, это очень хорошо. В первых строках нашего действия, конечно же, слово предоставляем Надежде Ивановне Пономаревой. Пожалуйста. Председателю председателю регионального общественного движения «Союз православных женщин Республики Коми». Дорогие друзья, уважаемые отцы, члены совета, разрешите так к вам обратиться, коллеги, гости. Я приветствую вас на нашем событии в честь первой годовщины образования нашего движения «Союз православных женщин Республики Коми». Несмотря на такое большое глобальное название «Региональное общественное движение», начали мы свою деятельность потихонечку, но я думаю, в верном направлении. За год, который прошел, я думаю, мы сделали немало. Но самое главное, мы обрели немало друзей. Немало друзей, которые собрались в команду, с которыми мы вместе продвигаем наши ценности, добиваемся их. И на сегодняшнем круглом столе мы рассмотрим все-таки настоящее положение женщины в семье и обществе. Хотя, когда я задала такую тему, многие сказали, ну сколько можно об этом говорить? Я говорю, давайте все-таки еще раз проговорим в 2020 году. И, может быть, еще раз что-то сделаем. Потому что с теми проектами, которые мы начали продвигать, вопросы все равно остаются. На приходах нашей епархии, в школах, где тоже я встречалась с учителями и с родителями. Раз вопросы есть, значит, надо еще раз об этом поговорить. Я очень рада всех вас видеть. Я очень благодарна и Галине Викторовне, что вы пришли. И Людмиле Леонидовне. И моим дорогим Галине Григорьевне, Тамаре Александровне, Анне Капитоновне, Наталье Геннадьевне. Всех не могу вспомнить. Тем более отцу Максиму, отцу Иоанну. Отца Александра, я надеюсь, все-таки с минуты на минуту прибежит, потому что без вас настоящего живого диалога не получится. Я благодарю Илью Евгеньевича, который подключился очень активно в последние месяцы, и мы так дружно с вами работаем. Я предоставляю слово Татьяне Сергеевне, она будет ведущей нашего стола. И спасибо вам за внимание. Спасибо. Да, действительно, встреча наша на определенную тему, но празднуем мы, отмечаем сегодня вот такую знаменательную для нас дату. Год работы, жизни нашего отделения, нашей новой общественной организации, да, Союза православных женщин Республики Коми. И да, тема действительно, она может быть, с одной стороны, может показаться совершенно тривиальной, обычной, с другой стороны, это ее актуальность и остроту нисколько не умаляет. Это на мой личный взгляд. Мир наш кипит, он бурлит, я бы сказала, страстями обуреваем, всевозможными проблемами и не проблемами, всевозможными хорошими, яркими событиями. И казалось бы, в нашем мире, где столько возможностей для взаимодействия, все больше и больше одиноких людей. И не просто одиноких людей, а очень горько это осознающих людей. И сегодня, конечно, мы будем говорить больше всего о женщине, да, об одиночестве именно женском, но женское одиночество без мужского, конечно же, никак мы не можем рассмотреть, да, и без взаимодействия с мужчиной. Поэтому у нас очень радостно это осознавать и мужчины, и женщины, и по какой-то странной причине
мы расположились именно вот таким образом, да, за нашим круглым столом. Наверное, это неспроста. Сегодня есть у нас выступающие, которые готовились, да, и в то же время мы приглашаем к активному участию всех, да, нас немного, но хочу особенно отметить, что нас, я думаю, что будет еще больше по ту сторону экрана. Потому что Надежде Ивановне, и не только Надежде Ивановне, поступало много заявок, много вопросов о том, что будет ли трансляция. Вот трансляция есть, и хочу сказать, что мы будем говорить здесь не столько для самих себя, да, а сколько для тех, кто будет смотреть эту запись или в прямом эфире, или запись. Я думаю, что ценность нашей встречи именно в этом, в том, что ее могут увидеть много людей после того, как мы завершим сегодняшний, да, разговор. Хочу сказать, режим работы, да, мы будем ориентироваться примерно на час-полтора, поэтому сильно с выступлениями, может быть, затягивать не будем, но мысль основная должна прозвучать. Еще раз скажу, подключаемся после выступления, да, ваши мысли очень важны, комментарии, рассуждения, все, что может пойти во благо нам всем в обсуждении этой темы. И, конечно же, хочу поблагодарить наш гостеприимный дом, Институт развития образования, который нам такую площадку предоставил и будет предоставлять, надеюсь, еще в дальнейшем много-много раз, и дружба наша продолжится. Это очень радостно. И хочу предоставить первое слово отцу Максиму Стырову, священнику храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Сыктывкара. Вот темы мы не обозначали, потому что это не какой-то докладной характер. Ну вот что вы скажете по поводу общей темы нашей встречи, отец Максим? Дорогие женщины, не знаю, кто на записи с нами присутствует, но поскольку здесь почти все родные, с которыми уже повоевали немало, поэтому вы уж позвольте, я буду говорить от глубин души. А от глубин души по этой теме придется говорить с большой горечью, большой риском. Потому что тема эта, понятно, что важная, и тема больная сегодня, отнюдь не государственная, не проходная, потому что сегодня то, что касается экономики, то, что касается безопасности, то, что касается науки, об этом, естественно, мы спрашиваем с мужчин. Это Богом так установлено, да? Возделывать сад, возделывать. Вот это вот слово святые отцы объясняют, что оно относится именно к Адаму. А второе слово, которое относится к райскому саду, слово хранить, оно относится к женщине. Поэтому то, что касается семьи, то, что касается рождаемости, то, что касается отношений, то, что касается и где-то и власти, потому что у нас в большинстве сегодня министерств и ведомств, если вот кроме армии и церкви, фактически у нас, на нашей республике эта проблема, она еще немножко обостряется природно-географическими особенностями. Да. А то, что у нас сегодня в сфере семьи происходит, я думаю, пересказывать не надо. Да? Количество разводов на 100 браков, уровень рождаемости на одну женщину, отношение к вопросам целомудрия и так далее. Поэтому, естественно, даже в биологии, даже в природе известно, что никакая биологическая система, она не может строиться на равноправии. На равноправии можно только развалиться. Любая система настроится на иерархию, настроится на субординацию, настроится на подчинение. То есть каждый элемент системы, он должен понимать свое место, и он должен нести свою функцию. Поэтому та идея равноправия, которая у нас сегодня вот в мозгах, в умах циркулирует, и она постепенно, идея равноправия, она тут же незаметно перетекает в проблему прав женщин, да, доминирования, эмансипации и так далее. Вот сейчас стали уже говорить о стратегии действий в интересах женщин. Да, была стратегия действий в интересах детей, а теперь вот говорят о стратегии действий в интересах женщин. Что за ней стоит, я думаю, догадаться вполне возможно. Давайте заглядывать в Библию, чтобы понять, что это происходит, откуда это идет. Ведь Господь творит женщину и говорит, нехорошо бы человеку одному сотворить помощницу. Вот что означает помощь? О какой помощи идет речь? Конечно, не о помощи хозяйственной, нет. Когда человек еще не знал никаких хозяйственных нужд, речь идет о помощи духовной. То есть женщина в глазах Бога, да, вот в рамках семьи, она вдохновительница. Вот в духовном смысле по отношению к мужчине она вдохновительница. То есть она показывает ему перспективу, она показывает ему вот то, чему он должен соответствовать. Для мужчины сознательно, подсознательно он стремится этому соответствовать.
И женщина становится нарушительницей. То есть она вкушает запретный плод, и в качестве наказаний, которые Господь изрекает Адаму, это в поте лица будешь есть хлеб твой, земля ты в землю возвратишься. А женщине наказания это такие семейные. В болезни будешь рождать детей, и к мужу влечение твое идет господствует над тобой. Богом так определено. Вот эта вот позиция замужем, да, которая сегодня в нашей семье, идея, вот это сохраняется даже в самом наименовании, она определена, она идет от. И, конечно, в греховной жизни человеческой это превращалось в унижение женщин, да, мы это знаем, и в насилие пресловутое и прочее. Поэтому Господь, вот, когда принес нам откровение любви, откровение смирения, Он показал нам в том числе и правильные роли мужчины и женщины. Да, то есть Он сам воплощается в мужском лице, да, Иисус Христос это мужчина, Он первосвященник, Он совершает то служение, Он себя приносит в жертву, чтобы освободить род человеческий. Поэтому первенство мужчины, о котором мы говорим, это не первенство только лишь власти, повелевания, обладания, это первенство служения. И поэтому сегодня вот память отцов, Иоанна Златоустова, Василия Великого, Григория Богослова, почему мы их называем отцы, и почему нам так приятно, что над нами есть отцы, да, которые выше нас, по богословию, по разумению. Каждый раз, когда мы на литургию приходим, мы служим литургию, составленную Иоанном Златоустом, иногда Василием Великим. Потому что мы как бы ответственность возлагаем на них, она на них лежит. Они знали, им были открыты тайны глубины Божьей, да? Таинники Божьей благодати, так вот Николая Чудотворца так мы еще называем. А мы вот в том фарватере, который они для нас проложили, мы уже спокойненько плывем, мы молимся теми словами, которые они знали, как правильно к Богу обращаться. Поэтому вот эта идея возложения ответственности, она, безусловно, она должна сохраняться в семье. То есть, если над тобой есть кто-то, кому ты можешь передать ответственность, то значит твое положение более привилегированное, да? Ты под защитой, тебе спокойно, тебе не надо беспокоиться. И даже твои ошибки тоже берет на себя тот, за кем ты стоишь. Почему мы говорим, что Бог берет на себя наши ошибки, когда Христос распинается за наши грехи, это Его образ отцовства по отношению к людям. Раз Отец, значит и последствия нашего грехопадения Он берет на себя, как Отец. Да? И вот от женщины-то здесь что требуется? От нее же требуется смирение. Вот сказано в Евангелии, каждый раз, когда мы читаем на празднике Пресвятой Богородицы, и блаженны слышащие Слово Божие и хранящие. Это слово, которое Господь говорит в ответ на возглас женщины, а блаженно чрево, которое тебя носило, и сосца, который ты питался. Он говорит, блаженны слышащие Слово и хранящие. То есть близость Божьей Матери к Нему определяется не родственными, не плотской связью, в том смысле, что она мать, а он сын, а в том, что она действительно блаженно слышащая Слово Божие и хранящая ее. Она сохраняла, слагала все слова сии в сердце своем. Вот это вот послушание женщины, которое начинается от послушания Богу, то, что мы видим в лице Пресвятой Девы Марии, которая для нас есть идеал женственности, мы говорим лестница, да, соединяющая небо и землю, через нее Господь к нам на землю снидет, да, нас на небеса возведет. Оно начинается с послушания Богу. И поэтому без веры, вот если неоткуда черпать это, то естественно, откуда в земной жизни взять смирение? Вот только, наверное, действительно кому-то, может, и приходится смиряться через насилие, но хотелось бы, чтобы это было не от насилия, а от веры, добровольно, от осознания себя. И мы знаем, как тяжело в церкви вот это происходит, даже для тех, кто вот уже внутри нее. Как это через десятки лет начинают только вот формироваться эти правильные роли. Мужчины в семье, женщины в семье, особенно вот, роль женщины, да, что надо смириться, что надо уступить, что надо возложить эту ответственность, что надо промолчать, что надо выслушать. А ты как скажешь? Ну ты же у нас глава, да? Ты же у нас хозяин, ты же добытчик, ты же отец. Решай. И пускай даже он ошибется, но раз ошибется, два ошибется, но вот этим вдохновением, этой верой в него, так или иначе, и Господь же сам вразумляет, да, когда видишь, что все на места свои встает, Господь сам вкладывает правильные мысли и мужу, и жене. Вот. И тогда начинает глава, отец себя правильно чувствует. Поэтому вот то, как мы сегодня видим правильное взаимоотношение мужчин и женщин, то, как мы видим сегодня женский вопрос, который действительно сегодня
если давать ему развиваться в том направлении, в котором он вот на протяжении последнего столетия развивается, то это, конечно, путь даже к биологическому саморазрушению, я уже не говорю про духовное, да, но это мы сегодня видим на демографическом кризисе, на состоянии семьи, на уровне рождаемости, это путь к биологическому саморазрушению. Говорят, число курящих среди мужчин снижается сейчас, а среди женщин растет. Вот еще одна иллюстрация, да, тех процессов, которые сегодня происходят. Поэтому Союз православных женщин, наверное, в этом смысле прекрасное начинание, если он будет ставить главной своей задачей научить, передать, показать своим примером, да, ребята, ну хорошо, вот вы живете так, а посмотрите, а как живут православные женщины. И о православных женщинах будут судить по православным мужчинам. Потому что если в семьях, где есть православные женщины, там будут сиять своей ответственностью, своей силой, своим трудолюбием, своей трезвостью и так далее, и своим усердием, в том числе усердием к вере, будут сиять мужчины, значит, что понятно, значит, там женщины выполняют свою функцию. А если женщины будут блистать и сиять всеми возможными достижениями, а мужчин не будет видно, то ну, давайте взглянем на наших европейских соседей, да, во что там христианство превратилось, уже которое христианство-то и с трудом можно назвать, и, собственно, это будет видно. Поэтому вдохновить, указать вот этот вот путь, сформировать в том числе и духовенство, потому что у нас сегодня вопрос подготовки священников остается острым и в городе, и в сельских районах. И когда ты в село приезжаешь и говорят, ну вот нам бы тут, конечно, своего бы священника, чтобы у нас был, не приезжал там изредка, да, а вот был свой. А ты говоришь, а кто вам его пришлет? Воспитывайте, растите. Кто вот, скажите своим сыновьям, своим внукам, своим племянникам, своим мужьям, слушай, а ведь у тебя получается. Вот ты вот говоришь хорошо, и вот мы бы тебя слушали, мы вот к тебе вот на исповедь ходили, да, ты бы нас учил, ты бы нас наставлял, вот, и так далее. Вы знаете, для мужчины одно только такое слово, оно его способно перевернуть, вдохновить, оно способно его в правильном направлении послать. Вот. И еще один момент, уже не совсем в тему, но тут раз уж слово держать, то и на это еще скажу. Вот у нас несколько дней назад обнаружилось, у нас в городе реализуется такая оккультная программа в школах, причем в рамках муниципального учреждения, медико, психолога, педагогической помощи и так далее, которая называется «Совсем другая медицина». Там прямым текстом в составе этой программы реализуются рейки, биоэнерготерапия, Порфирия Иванова и так далее, и так далее. Вот, поэтому мы готовим сейчас письмо о том, чтобы попросить провести проверку, потому что нельзя в школах тогда это реализовывать. Вот, поэтому, раз уж здесь присутствует общественное объединение, то я вот об этом тоже хочу объявить и сказать, что кто готов поучаствовать в подписании данного письма, то давайте вот это общее дело, это тоже наша задача. Учреждение дома образования, 21 школа? Нет. Я назвал центр медико-педагогический. Да. Это Песцова. Это Песцова Светлана Николаевна. Потому что там всегда были проблемы. Каждый день в школе. Вот это вот то, что хотелось сегодня сказать о женском вопросе. Спасибо очень. Спасибо. Смотрите, очень хорошие слова, действительно, расставляем мы все на свои места. Но хочу задать вот такой вопрос. Возвращаюсь я, например, вот в свое отрочество. И вот та фраза, которую вы сказали о том, что все-таки у нас действительно республика имеет свои национальные особенности, и, значит, очень маленькая деревня в далеком районе. И я все свое детство сама наблюдала, как все держится на женщине. Потому что мужчины в силу различных своих способностей или чего-то там, они есть, они когда надо, все равно мужскую силу делают. Но у меня было ощущение того, что без мужчины вообще мы спокойно можем прожить, потому что женщина и поле пашет, и воду носит, дрова колет, детей рожает, и избу, которая есть, мужчина ее построил, она сама избу не построит, дом, но она что-то там может подколотить сама, ей это ничего не стоит. И вот это опасное заблуждение, когда многие видят о том, что отец в непотребном состоянии часто бывает, он не может зарабатывать, он не обеспечивает и так далее и тому подобное.
как вот этим вот юным душам, девичьим, прийти к тому, о чем вы говорите, что отец, что мужчина, глава, защитник, добытчик, главный и так далее. Вот. Что можно мамам посоветовать, Да. чтобы они Идти к вложили в Богу. своих И дочерей? можно посоветовать идти в церковь, потому что церковь это и есть по апостолу Павлу совершенно явная модель отношений мужчины и женщины. Церковь повинуется Христу, как женщина должна повиноваться мужу. А Христос для церкви как муж для жены. Вот это и есть вот модель смирения со стороны церкви, да, и модель ответственности со стороны Бога. Поэтому идти в церковь. Вот посоветуйте им только это. И на вашей родной земле храмы возрождаются, поэтому направлять людей туда. И когда вот они начнут молиться, когда они 100 лет назад отвергнутого Бога они вернут на свое место, да, мы знаем же, что когда Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. То есть и мужчины, и женщины будут на своем. И тогда женщина, вместо того, чтобы в очередной раз схватиться за какой-то неподъемный бар и сказать, мне же легче сделать самой, да, она смиренно попросит, милый, сделай, пожалуйста. А когда он не сделает, он может и не привык, он с первого раза это может и не сделать. Она не сделает. Она ставит это дело, не сделает. И тогда потихонечку все начнет вставать на свои места. И когда она скажет, ты знаешь, вот это на тебе, поэтому я буду ждать, день буду ждать, 2 буду ждать, я не пойду жаловаться, я не буду плакать, я не буду там что... что-то. ждать, Но потому что у меня дети. мы с детьми будем вместе ждать. Да, мы вместе сядем вот возле бака и будем ждать. Это хорошая мысль. Да, и знаете, у папы, когда в сердце вот у него та сила нужная начинает пробуждаться, что все-таки это он. Как сделать мужчину ответственным? Вот здесь же в стенах Иро, как-то очень хорошо, это слушатели одних из курсов сказали, что тут голову ломать. Да надо просто на него возложить эту ответственность и с него не снимать, не делать за него. И все, пойдем потихоньку. Можно я чуть-чуть как раз всему добавлю? У каждого из нас есть свой духовник, свой батюшка. И кому как повезет, кто как умеет объяснять. Мне в жизни повезло. Мой батюшка мне вот объяснил эту ситуацию так. Говорит, понимаешь, дорогая, Всевышний напрямую общается, ну так получилось, вас, женщину, он любит, а напрямую с мужчиной. И вот ты у него спроси совета. И даже если у тебя пока муж неверующий, все равно в его уста вложит ответ. В моей практике такое было. Думаю, сейчас проверю. Вот. Супруг мне ответил так, как раз у меня была очень большая встреча, очень много народу, я волновалась. Вот, говорит, вот я даже удивилась. Я так и сделала, как он сказал. И впервые в жизни, вот у меня большая встреча была, и там более 400 человек народу было, мне аплодировали. Я сказала так, как сказал супруг. И я более приземленный человек, конечно. И вот смотрите, у каждого из нас, наверное, есть такой опыт жизненный, который мы сейчас можем вспомнить. Если в доме все хорошо, достаток, но стоит мужчине начать смотреть куда-то не туда и делать эти действия, и бизнес уходит, и семья разваливается, все. Но женщина берегиня. Если она начинает делать действия, которые, несмотря ни на что, возвращать в семью, уважать его, это как есть семья, ну он такой никакой, но он растет по своей карьерной лестнице, все. А у него в доме такой порядок, такое уважение и любовь. Поэтому вот эти вот в тех деревнях и вот тот опыт некогда. Да, надо смириться и показывать тем деткам, которые растут, особенно дочкам, пример. Даже пускай супруг на сегодняшний момент у тебя, но они ведь будут пример брать с нас. Поэтому тут батюшки, духовнику, у них на каждое есть такие интересные ответы, и он найдет каждому то, что тебе сейчас поможет. Во всяком случае, я благодарна своему батюшке, что он мне на такие вопросы отвечает. Что он у вас есть? Это, наверное, тоже задача не из легких, да, найти своего духовника, который действительно будет чувствовать это вот как
семейный терапевт такой, да, который знает все проблемы от мала до велика в этой семье. Это большое счастье, когда это есть. И, наверное, к этому надо стремиться. Попрощаюсь, пойду на службу, я передам подарок своей взрослой женщине, не знаю, есть ли в библиотеке, пускай у Надежды Ивановны будет. Может, у кого-то еще не дошли руки эту книжку прочитать один раз на всю жизнь о семье, о правильных взаимоотношениях в семье. И «Пустые песочницы» — еще одна проблема, которая 100 лет в этом году исполняется, и которую тоже без женщин. Ведь если женщина скажет, даже как она преподнесет факт своей беременности мужчине, уже от этого очень многое зависит. Вот. Ну, а тем более, естественно, если она не захочет, никто ее не заставит лишать жизни своего ребенка. Вот. И об этом тоже книжечки я оставлю, они будут и служат. Ну, при всех я хочу поблагодарить Максима Стырова за то, что он делает у нас, раз вы уходите, это связано с работой с нашими женщинами, которые по незнанию, неопыту собираются сделать аборты, а в результате все те замечания, все те врачи, которые были, симпозиум у нас республиканский, говорили, что нужно сделать для того, чтобы женщины перестали делать аборты. Все, мы все это писали в Госсовет, Госсовет передавал в Госдуму. Ну вот и сейчас по десятилетию детства, то, что последнее сделано, статистику вчера сказали, по России за первый месяц, вот что было в месяц, сделали там 800 абортов, за январь было сделано только 200. Есть к чему стремиться. И вот что мы вместе делаем, это замечательно. Спасаем наше человечество. И Святое Евангелие тоже пускай будет, хотя, конечно, у каждой православной женщины оно и на полочке, и в сердце, да, но для приходящих, для тех, кто вот еще только входит, еще руки и ум к этому только приближается, поэтому пусть будет во всех. Да, Спасибо, отец Максим, мы вас отпускаем, к сожалению. Спасибо. Вы нас, пожалуйста, не просто отпустите, вы нас вдохновите, скажите, помолитесь за нас у престола Божия. Да, пока мы тут будем совещаться, чтобы нас Господь воздвигнул. Я тогда, представляете, с какими... Наведите на нас на нужные мысли, чтобы пришли они на голову. Да. Помолитесь о нас. Благодарю. Простите. Мы вот такой момент нам задал, да, отец Максим нас настроил на определенный лад и затронули тоже вот особенности национальный вопрос все-таки, какие наши корни, какие наши традиции именно вот в этом женском вопросе. Анна Капитоновна, мы вас попросим вот этот момент раскрыть. Да, прежде чем я буду раскрывать момент, я хочу поздравить Надежду Ивановну с годовщиной. И этот милый букет для нее, все-таки у нас сегодня годовщина Союза. Да? И столько сил, и столько нервов, и столько энергии, сколько у нас наш руководитель делает, Надежда Ивановна, это надо вообще позавидовать, поэтому я думаю, вы все присоединитесь, да, это Так что, а сейчас я перейду к теме моего выступления или беседы, не знаю, как назвать. Анна Капитоновна, можно вас попросить? Да нам прийти. Демонстрация идет. Потому что у нас сегодня Я могу трансляция. стоя. Хотите, я стоя? Да, можно стоя. Вы сядьте, я буду за вами. Вы будете красиво сидеть. Я могу сюда присесть. Значит, тема моего выступления – рассмотреть исторические корни, то, о чем говорила Татьяна Сергеевна, о том, что коми-женщина делает все. Да? Да, женщина и в избу, женщина и так далее, она и добытчица, и она охотник, и рыболов, и так далее, и так далее. И вот роль женщины в региональном социуме, в нашем случае Вологодской губернии, который был Коми край, это 1780 года, это было 2 уезда, еще Печорский уезд, Усть-Сысольский был выделен. Он, конечно, очень интересен, этот вопрос о роли женщины. Он поднимался до советской историографии до 17 года. И сейчас это и работа Любомира Николаевича Жеребцова, и это и Вишняковой Дарьи Викторовны, и так далее, и так далее. И вот, рассматривая роль коми-женщины именно в региональном социуме, я бы хотела отметить первое такое замечание, что в трудовой жизни коми-деревни Европейского Севера роль женщины была несколько отличная от, например, от роли женщины центра России. Она состояла более в высоком правовом и социальном статусе женщины по сравнению с женщинами европейской части, где существовали крепостничество и, в общем-то, существовали совершенно страшные моменты
по поводу, ну не буду здесь рассказывать о нем. Поэтому, когда мы рассматриваем роль коми-женщины вообще в истории и ее, так сказать, вклад в достижение каких-то, ну, скажем, высоконародно-хозяйственных целей, а в нашем случае в сохранении семьи, рода, традиций, мы обязательно должны, конечно, посмотреть, что представлял из себя Коми-край, буквально несколько слов, Ялинский Усольский уезд, вплоть до 17 года. Во-первых, здесь не было крепостничества как такового, и система отношений – это государственный феодализм. Почему я об этом говорю? Потому что система крепостничества, она всегда подразумевает какое-то насилие над человеком, над его семьей и так далее, и так далее. Коми население издавна объединялось в общины, и эти общины соответствовали границам властей, которые были на протяжении всего периода. Волость представляла из себя сейчас, если мы берем, да, это муниципальное общее образование, те самые. И, в общем-то, управление этими единицами шло через управление, через мирской сход. Женщины на этот сход, конечно же, не приглашались, но они, как настоящие женщины, они иногда выходили в качестве свидетелей, ответчиков и так далее. Для начала должна сказать, что любая коми-женщина – это в первую очередь православная женщина, это женщина семьи, это женщина, которая занимается очагом, занимается воспитанием детей и так далее, и так далее. У нас на нашей территории, вплоть до советского периода, я сейчас оставлю за скобками, ладно, почему произошло это и так далее, потому что это отдельная тема нашей с вами встречи. В общем, что на изучаемой территории сложился исторический обычай передавать женщину под власть мужчины. Сначала отца, а потом мужа. Это отражалось, во-первых, на имени, и в каждом документе мы встречаем, что женщина такая-то дочь или крестьянская такая-то жена. Главные добродетели при этом, как показывают документы, это были, конечно, доброта, вера в Бога, трудолюбие, покорность и молчаливость. Это объяснялось полной зависимостью женщины от мужчины, когда мужчина распоряжался всем домашним имуществом. И если на Урале и в Сибири во время выхода женщины замуж, да, ухода, она не получала, в принципе, законной доли, то есть равной с братьями, она получала что-то, то на нашей территории коми-женщины получали такую же долю наследства и при выходе замуж, как их братья, как их дядья и так далее, и так далее. Как показывают исторические источники, крестьянская на севере, на нашей территории, имела те же права, что и другие наследники при распоряжении имущества. Она была законной наследницей всего движимого и недвижимого имущества. У нас в нашем национальном архиве есть исторические документы, показывающие семью Петруневых, например, это с 1696 по 1612 год, где показаны все эти купчие грамоты, дела, передача, сдача и так далее. И женщина здесь выступает очень в активной роли владелицы всего движимого и недвижимого. Если в доме еще одна была особенность на нашей территории, не было наследника мужчины, была лишь дочь наследника, то коми-крестьянки могли взять дом зятя. Эти зятья назывались зятья-приемыши. И крестьянское общество с пониманием относилось к таким зятьям. И, в общем-то, и эти зятья становились полновластными хозяевами всего движимого. Они руководили жизнью, так, показывали, учили и так далее. Женщине отводилась роль хранительницы очага, а мужчине роль добытчика и, как говорится в исследованиях, коммутатора. Он должен был материально обеспечивать семью и осуществлять связь между семьей и большим обществом и так далее, и так далее. Однако в силу того, что наши коми-мужчины очень часто отлучались, это и охота, и рыбная ловля, и заработки, а с приближением к 17 году эти отлучки становились все длительные, потому что был и внутренний уход, и внешний уход, и на лесозаготовках они участвовали, то женщине приходилось вот это все делать самой в доме. И женщины в отдельных властях, это все на исторических документах, занимались мужской работой и ловлей рыбы, и даже иногда охотились в близлежащих селах. Но, несмотря на это, вот это, как называют, асимметрия в определении жизненного пространства все-таки существовала, продолжала существовать. За женщиной признавался дом, за мужчиной внедомашняя жизнь. И завершаю я очень быстро, потому что это можно обсуждать, и можно об этом много говорить. Я считаю, что появление вот нашей организации Союза православных женщин год назад, оно было, в общем-то, предопределено самим Господом, наверное, Богом, потому что мы появились. Мы появились разные, мы появились
и по возрасту разная, и, ну скажем так, по социальному статусу, и по положению, и по всему, и по запросам. Но нас объединило одно. Мы очень хотим, чтобы наши коми-женщины, я ни в коем случае не умаляю тех, которые русские, там, я имею в виду женщины, проживающие здесь, были действительно достойными людьми, чтобы они были опорой, надеждой мужчины в семье, строили жизнь, любили своих мужей, любили детей, внуков, правнуков. Вот здесь уже 2 правнука у нас есть, у человека сидит. Вот она мне сказала сегодня, я думаю, господи, какая же молодец. То есть вот эти вот вещи, конечно, это все наше движение. Поэтому я еще раз завершаю свое сообщение. Хочу поздравить всех нас с этой годовщиной, Надежду Ивановну особенно, потому что я знаю, сколько это стоило всего и так далее, и так далее. И мы смотрим с уверенностью вперед, и мы будем вместе, рука об руку, щека к щеке, идти по жизни, как с нашим православием в первую очередь, так и с нашими, конечно, мужчинами. И гендерного равенства тут нет. Тут есть равноправие. И завтра съезд Коми-народа. Да, идем. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Да, это была вот для тех, кто по ту сторону трансляции, да, мы же еще и для наших дорогих, тех, кто не с нами, да, коллег. Это Гагиева Анна Капитоновна, доктор исторических наук, профессор кафедры Коми Республиканской академии государственной службы и управления. Я хочу, наверное, добавить. Были мы недавно в Коми-национальном музее на уже ставшей традиционной, там есть экскурсия с элементами театрализации «Коми-свадьба». Очень познавательный такой, я скажу, хочется сказать нехорошее слово, квест, да, это настоящее событие. Вот мы ходили нашей семьей, с нашими друзьями, праздновали тоже семейное событие и узнали очень много нового, в том числе, да, и про подчинение, и про то, что действительно женщина это была, вот как она сказала, очень хорошо, да, что семья, которая отдавала дочь, она отдавала рабочие руки. А семья, которая принимала к себе невестку, она устраивала всю свадебную вот эту вот церемонию. Это было за счет жениха, за счет отца жениха. Почему? Потому что к ней пришли рабочие руки, приданое, род умножается и так далее. Поэтому то есть рано наших девушек не старались сбывать замуж. Вот, а вместе с тем вот этот вот баланс, да, что 20 лет уже много, но еще можно. И вместе с тем в средней полосе России было по-другому. То есть вся свадебная вот эта вот расходная часть была за счет жены, то есть родственников невесты. У нас было наоборот, вот этот статус, тоже особенности, статус, да, особенности вот статуса женщины на севере, все-таки это очень интересные вещи узнаются. Это вот только еще часть. Дополнить хочу, значит, всегда в любом селе были женщины-вековухи, то есть которые замуж не выходили. Это тоже большая проблема, о которой они говорят. К ним относились с почтением, это были матушки. Они обычно в своих руках держали вот именно вот нравственно-бытовые какие-то устои вместе с батюшками, активно принимали участие в формировании общин православных при церквях, работали в церковных школах, так, обучали детей, помогали, то есть были берегинями. И поэтому это тоже своеобразие нашей территории. Анна Капитоновна, спасибо большое, что вы этот момент затронули. Татьяна Сергеевна, можно еще по этому поводу, по поводу наших глубинок? Отец Александр, можно к вам обратиться? Да, вы ездите много по району, вот особенно к Кировскому, по нашим общинам, где восстанавливаются храмы. Просто и мне пишут, и звонят многие, начиная с севера, с Ижинского района, и заканчивая нашими центральными, по поводу восстановления храмов. Что вы можете сказать о наших берегинях? Да. Кто такие берегини? А вот, это наши женщины, которые, по сути, начинают с нуля восстанавливать какие-то ячейки общины, которые потом становятся так или иначе приходами. Можно вас? Идите сюда. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Идите сюда. Займу место Максима, там вроде... Нет, лучше сюда. Можно сюда? Да, я пойду на место. А то отец Максим так хорошо все рассказывал, я думаю, что это место... Я думаю, вы не менее интересно тоже расскажете нам. Я думаю, что это исключительно из-за места. Вот я сейчас сел в другое место, и сейчас буду
скучным и унылым. Нет, не буду. Хотя нет, на месте матушки, наверное, да, будет такая. Не позволю. На самом деле, действительно, у нас как-то вот такая ситуация, что вот как и правильно озвучивали, что в деревнях действительно такая ситуация, что порой посмотришь на мужчин, и как-то возникает вопрос, а действительно ли это тот, за которого надо замуж, который бы вот взял бы на себя все мои проблемы и зарабатывал бы деньги, обеспечивал семью. Поэтому в деревнях также храмы восстанавливают во многом женщины. Вот, как бы. Но вот у нас, например, интересный момент в Безмане. Там женщины не просто восстанавливают храм, они еще мужей тормошат. То есть если мужу как бы, прийти помолиться еще сложно, то прийти поработать что-нибудь там вот на строительстве ему полегче. Поэтому они готовы. Тем более, помните же эту притчу со Священного Писания, где Господь приводит нам пример о том, что надо молиться, приводит нам пример, говорит, что Отец любящий ваш Небесный, Он же, конечно, вас послушает, если даже не любящие то слушают. И приводит пример, где был один судья, который и людей не стыдился, и Бога не боялся. И вот к нему начала приставать одна вдова, чтобы он ее просьбу выполнил. И судья подумал, я вообще-то и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но чтобы она от меня отстала, сделаю, как она просит. Вот, поэтому очень важно своих близких тормошить. И вот как бы есть такой момент, да, что есть же такая поговорка, да, что муж глава семьи, а женщина шея. И куда шея повернет, туда голова и смотрит. Поэтому тут вот опять-таки, чтобы в отношениях семьи, наверное, было благополучие, женщина должна проявлять свою такую вот женскую мудрость. Потому что если мужчина думает, что это он принял это решение, он готов его воплощать в жизнь, он готов обманываться. Как бы, и вот, если женщина идет на пролом, нет, повесь мне эту полочку, там, вот, он скажет, он может переться, нет, что-то я мужчина, я как бы, а если как-нибудь с лаской, с любовью, так сказать, ой, как бы хорошо бы тут полочка была, как считаешь, хорошо бы тут полочка была? Нет. Да, наверное, хорошо. А потом женщины обвинят в манипуляции. А ты так манипулируешь. Правильная манипуляция, которая всем во благо. Все мы этим занимаемся, манипуляцией хорошо. по жизни. Да. То есть поэтому мужчине ему важно чувствовать, что он глава семьи. Вот, а как бы в чем это выражается? Как есть же такой анекдот, где мужчина говорит, я вот глобальные вопросы всеми решаю, жена второстепенная. Второстепенные там покупка квартиры, машины, еще чего-то, а глобальные политика, футбол, вот это я. То есть, поэтому вот действительно женщины как-то вот смотришь по восстановлению храмов, в основном инициаторами были женщины часто, да, то есть часто. Ни одного другого случая не могу привести, всегда женщина. Только в Нившире Василий сам построил. Вот, там мужчина был инициатором, но и то приехал из Риги. Вот, так что, да, вот именно важно находить вот такие компромиссы. То есть, как бы... Нет. Сложная задача стоит перед нашим. Зато очень интересная и творческая. Творческие задачи всегда интересны. Хорошая мысль. Тормошить, на самом деле. Хочу представить, да, это отец Александр Митрофанов, благочинный Карткировского церковного округа, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, села Богородск, и настоятель храма Святого Василия Великого в селе Нившера. Ну, Это еще вот для вас. много-много. Да, еще много всего, но вот это то, что мы можем озвучить. Да. Что хочу сказать. Вот вопрос здесь все-таки прозвучал про одиноких женщин, да, что они всегда были. Анна Капитоновна. Да, конечно. Они всегда были, вот эти вековухи. И сейчас, насколько, как вы считаете, актуальна ли эта проблема, или это не проблема, если вот одинокие женщины в городе, в селе, что мы об этом можем сказать? Вы знаете, можно я слово возьму? Года полтора назад, когда я пришла к отцу Яну, нашему уважаемому, по поводу молодежного движения, я сказала, отец Анна, я вот с Тамарой Александровной мы становимся в самом начале организации православного движения женщин. Что вы нам посоветуете? Он сказал, найдите нам мужчину. Как, отец Анна, у вас сейчас дела обстоят? Я думаю, ничего не лучше. Да, все примерно так же. Как ваше молодежное движение? В основном состоит из девушек и женщин. Ну, как сказать, тут все равно есть примерно одни и те же алгоритмы. Девушки и женщины, они более к вере
способные, потому что им не нужно проверять. Мы так устроены, мужчины, что нам нужно это все перепроверить, а женщина сразу же все принимает на веру. Вот, мы более логичны, то в этом диапазоне все так же и осталось. То есть мужчин-то в принципе не прибавляется. Но в то же время есть на этом контрасте те ребята, за которыми, ну, хотелось бы пойти, наверное, девчатам, которые бы могли взять, вот, например, у нас сейчас будет изменение в работе молодежного движения, молодежного служения в Сыктывкарской епархии. Мы больше будем сейчас, как молодежный отдел, смотреть на приходы и помогать приходам, приходским вот этим становлениям, чтобы уже очаги вот этих молодежных братств и сестричеств были вот именно на приходах. Вот. Не только как-то мы делали только лишь там съезды и прочее, да, но только именно смотреть и на маленькие и большие приходы, чтобы им помогать. Но так было и так будет, наверное, что девушки, они больше приимчивы к вере, нежели парни и мужчины. Но через них, как и апостол Павел пишет, что жена неверующая освящает мужа верующего. Также и муж верующий освящает жену неверующую. Такая проблема была и раньше, и в первые времена христианства. Поэтому это вообще не новость. Думаю, что так и будет, так и останется. Но опять-таки не без женщин мужчины будут в наших храмах. И также в молодежном служении. Я думаю, мы с вами вкупе будем вместе на приходах действовать. Я тоже помогу, чем смогу. Да, небольшое тогда объявление, раз уж дали слово небольшое. У нас в эту пятницу в 4 часа будет молебен о даровании супружества и благополучии семьи. В нашем соборе Стефановском, пожалуйста, приходите, можете сами прийти, приводите своих мужей, либо одиноких девочек, парней, чтобы они, может быть, себе нашли где-то как-то с Божьей помощью. Может быть, там даже на молебне. Но это пусть не останавливает, потому что действительно очень много у нас страхов, что, а может быть, он там будет, а я боюсь этого изменения своей жизни. Вот поэтому не стоит заморачиваться, нужно молиться, Господа просить, чтобы Он даровал, может быть, не здесь, не на молебне. Во сколько? В 4 часа, также, да, как и сегодняшнее это мероприятие, в нашем Стефановском соборе в пятницу, пожалуйста, приходите. Буду благодарен еще за репост, у меня на странице в молодежном отделе, милости просим. Ну, а по поводу одиночества, мне кажется, все-таки одиночество во многом в наше время такая больше психологическая проблема, нет? Потому что можно быть в большой шумной компании и чувствовать себя одиноким, а можно быть, например, монахом и не чувствовать себя одиноким, да? Вот я же вроде без семьи, а вроде и не чувствую себя одиноким, потому что кругом много братьев и сестер, большая православная семья. Поэтому тут, вот, конечно, в молодости, да, всегда хочется, как бы, встретить кого-то, да, и вот тут есть такая проблема, что люди, они забывают, что надо жить сегодняшним днем. То есть вот Господь напоминает об этом в Священном Писании, но на практике это реализовать сложнее, потому что я и себя иногда там вот на таких вещах подмечаю. Вот, например, а вот будет вот что-то, и тогда заживу. Или вот, а вот в прошлом, как было хорошо, вот тогда жили, да. То есть так же и тут, по поводу семьи, да, вот человек думает, вот я выйду замуж, да, там, женюсь, и тогда заживу, и тогда вот только буду счастлива, да. А надо искать счастье уже здесь, в этот день. Потому что, вот, например, Авросий Оптинский говорил, женить бы не напасть, женатым бы не пропасть. Потому что можно жениться и потом думать, вот как бы, ну, и что с этим делать? То есть поэтому вот именно Господь напоминает, что важно жить сегодняшним днем, то есть быть счастливым уже сейчас. И тогда, если как бы твое, Господь тебе поможет найти вторую половинку. То есть потому что, ну, если ты будешь счастливым человеком, да, если ты будешь и так самодостаточным и счастливым человеком, то есть люди к тебе потянутся, потому что людям в наше время не хватает в других радостей, да, мы почему-то постоянно унылые, у нас как бы много чего есть, но мы постоянно недовольны, да, вот как Паисий Святогорец говорил, что люди делятся на пчел и мух, и для пчелы весь мир большая цветочная поляна, а муха и на этой цветочной поляне найдет эту заветную кучку, и для нее весь мир большая куча навоза. А отец Григорий Григорьев подметил, говорит, ну вот рождаемся мы все пчелами, почему-то вот в дальнейшем становимся мухами. И ясно, что если мы стали мухами, с нами общаться-то не очень интересно, потому что мы что-то постоянно жалуемся, да, поэтому вот научиться уже сейчас жить самим счастливым, вот, и тогда будет легче найти вторую половинку. И еще такой важный момент, который люди забывают, что чтобы найти вторую половинку, ее надо, интрига, искать. То есть потому что вот
сейчас договорю я немножко еще, да, займу вашего времени. Вот, есть такая очень хорошая поговорка: на Бога надейся, а сам не плашай. Но у нас сейчас как-то люди, есть такое понятие клиповое мышление, поэтому люди не могут большие тексты воспринимать целиком. Даже эту поговорку сложно людям воспринимать целиком. Одни слышат только на Бога надейся, другие слышат только сам не плашай. А в этой поговорке как раз вот описывается соработничество, синергия. То есть если нет воли Божией, чтобы картошка выросла, она не вырастет. Но если я ее не посадил, тоже ждать большого урожая как бы не приходится. То есть поэтому тут также вот проблему одиночества своего решать, что и Бога просить о помощи, и самим тоже искать. Где искать? Ну вот, например, отец Игнатий советует в крестном ходу хорошо, потому что там видно человека, когда он в трудных условиях, видно, как он себя ведет. Ну а его вот как бы отец сам для этого и создал, и является руководителем молодежного отдела, чтобы молодежь могла общаться, могла делать какое-то общее дело. И там в этом общем деле, глядишь, кого-то и встретишь, с кем-то познакомишься, и, возможно, свяжешь судьбу. То есть, потому что вот общие дела, они как-то помогают найти друг друга. Да, в том-то и дело, что, отец Александр, ты вот нашел, но ты не знаешь, что с этим делать. Ведь нас со школьной скамьи учат быть химиками, физиками, преподавателями русского и всяких других наук, но не учат самому главному. Это как быть с этим человеком, который с тобой хочет создать семью. И здесь действительно очень большие трудности в дальнейшем, потому что ты не знаешь, что делать. Вот, Илья Евгеньевич, как вы думаете, что это проблема или не проблема? И одиночество это тоже разводы и так далее? Спасибо, действительно, это большая проблема. У нас в школах, к сожалению, не преподают самых важных предметов. У нас в школе не учат правовым основам. Люди просто не знают, как себя вести с юридической точки зрения, когда они наступают на грабли, условно. Людей не учат деньги считать, вообще категорически. И когда девочка либо мальчик оказывается в соседнем городе и поступает в институт, да, приходят какие-то деньги, они не умеют их тратить. И самое главное, самая большая беда, детей не учат общаться. Не учат коммуникации и не учат решению сложных коммуникативных проблем. А по сути, вот все здесь, ну, большинство, по крайней мере, да, семейные люди, вы знаете, что такое семья. Это постоянный процесс коммуникации. Это постоянный процесс решения каких-то сложных задач, сложных проблем, дипломатия, договоренности и так далее, и так далее. Если у ребенка отсутствуют вот эти базовые навыки договариваться, работать с возражениями, погружаться в суть запросов стороны Б, а не только себя слушать. Да? Если ребенок этого не умеет, то все его связи с противоположным полом будут превращаться в сплошной конфликт. Сплошной конфликт и сплошные сверхтребования. Отсюда вывод. В школах надо этому учить. Пока этого нет в школах, этим надо заниматься нам, родителям. Обучать своим примером и организовывать какие-то, может, даже курсы. Да, да, я не слушаю. Родители умеют это делать? Вот, главный проблема. Спасибо. Да. Это у нас родительская академия. А можно провокационный такой немножко спрос? Давно думаю, уже года два. Тамара Александровна мне озвучила года 2 назад, когда с Петербурга приезжал, не помню кто. Здесь выступали в этой аудитории. И у меня такая пришла мысль, современных девушек, скажем так, потому что я сама, извините меня, девушкой, неправильно учат вообще, как надо будет вообще жизнь-то эту устраивать. Мы все поголовно в советский период воспитывались, мы все выйдем замуж. Принц на белом коне. У нас будет принц на белом коне, у нас будут дети обязательно 100%. Все на это запрограммированы, извините за выражение. В итоге что мы получаем? Можем и не можем. Психически и по всяким другим потребностям мы готовы, не готовы, но мы все пытаемся найти, мы зациклены на этом, мы ищем эту возможность выйти замуж. Столько разбитых судеб и всего. Я свою дочку, например, так не воспитываю. Я хочу, чтобы она была самодостаточной личностью, чтобы она себя нашла. А там как Бог даст. Если ты будешь цельной личностью, ты найдешь себе супруга, Бог даст, да? Но ты сначала выстрои себя. А там как получится, будут ли дети. Сейчас очень много женщин, которые, да, может быть, и выйдут замуж, рождаются дети, не всегда. Очень много бездетных. Сохраняется брак, тоже не всегда проблема в недостаточно развитой личности, скажем так. Что вы скажете об этом, Илья?
Я думал, вопрос туда будет куда-то. Нет, Спасибо. Я соглашусь, и здесь надо пояснить, что такое вообще в принципе воспитание личности. Многие путают это с эгоизмом и с эгоцентризмом, да? Вот есть понятие эгоцентризма, есть понятие здорового нормального эгоизма. Давайте эти два понятия разведем. Эгоцентризм – это, по сути, ребенок, который упал в торговом центре на пол, бьет ногами и кричит: «Мама, купи, мама, дай». И вот очень многие взрослые люди, они превращаются в такого ребенка. Дайте, там, я не буду, это он дурак, да, условно, извините, это он плохой, это вот государство плохое. То есть у нас сейчас, к сожалению, поколение детей, 40-летних, 35-летних, 50-летних детей, которые все время что-то требуют. Что такое личность? Личность – это в первую очередь человек, который не столько требует, сколько дает. То есть это человек, умеющий нести ответственность. Точнее, ответственность и так на нем уже есть, и на условно ребенке, и условно на взрослом, да, и на эгоисте, и на эгоцентрике. Но личность эту ответственность осознает. И вот что такое воспитание здоровой личности? Воспитание здоровой женщины, личности в женщине, да, вот это все. Что это такое? Это когда женщина прекрасно осознает причинно-следственные связи и осознает ту ответственность, которая последует за теми и иными поступками. Условно, если я хочу мужа, я сижу на диване, мечтаю о муже, муж не придет. Ей надо это понимать. Что нужно сделать, чтобы муж пришел? Надо идти и знакомиться с мужчинами. Надо разрешить, условно, этим мужчинам обратить на нее внимание. Помолиться, а потом идти. Да. Завтра в 16. Вот, естественно, само собой. Просто вот именно воспитание личности – это умение понимать причинно-следственные связи, умение нести ответственность и умение осознавать как бы будущее тех поступков или отсутствие поступков, которые я делаю. Спасибо. Чуть-чуть добавлю. Опять из жизни. Я приземленный человек. Недавно услышала такое выражение, мне оно очень понравилось, и из него вышли уже остальные понятия на людей. Человек становится взрослым тогда, когда он перестает обижаться на своих родителей. И я вот вспомнила все мои там подруги, как что некоторые уже бабушки, но они до сих пор обижаются на своих родителей. И это не получается, и это не получается. То есть человек не научился брать ответственность на себя и идти самостоятельно и своим примером учить своих детей. И ее 2 девочки точно так же. И вот они ее прям копируют. Поэтому вот сейчас, когда я общаюсь, получается, что и в школы ходим, и разговариваем с детьми, они тех поколений. И когда, правда, меня не любят педагоги, когда я беседую, я им говорю: перестаньте слушать своих родителей. Все: ура! Я говорю: перестаньте повторять за ними то, что вы не знаете. Вы повторяете, вы говорите ни о чем. Пока вы сами не убедились в этом, и ответственность на вас – это ваша жизнь. Вы живите. Не давайте родителям воровать ваши дни. Вот они такое резкое, они воспринимают, они это запоминают. Не понимаете? Не все понимают, какой ты. Нет, потому что одна из знаете, заповедей православной женщины, да, чти отца и матерь свою, и продляться нет, слушать, чтить это одно, а слушать, что родители говорят, а не жалея его, делая за него уроки или еще что-то, а на экзамене им придется своими знаниями. Ребенок, вообще человек в этот жизнь входит, да, ему Господь дает в дар ту семью, в которой он рождается, ту перспективу, которая может быть в этой семье. Да? Вот мы знаем сами, что Менделеев был 17-м ребенком. Что у нас сейчас женщина рожает? 1-2, да, где эти Менделеевы? А почему это было? Потому что все чтили своих родителей. Была преемственность. Мама родила всех детей, и я рожаю всех детей. Мама вкладывала душу каждого из нас, и я вкладываю душу. Как же так, если эта традиция нарушится, если что-то вот будет делать уже ребенок не так, как родители ему это завещали,
то и все, и вся жизнь покатится вот так вот клубком. Поэтому я вот здесь вот считаю, что здесь... Да, Илья Евгеньевич? Да, как психолог, можно я пожалуйста. немножко дополню чуть-чуть? С позиции, опять же, вот я тоже человек приземленный, на самом деле, исключительно практический, я не научный работник. Вот если мы даже разберемся, что значит чтить и почитать, это значит уважать, это значит признавать, это не значит идти вопреки. Но при этом, опять же, мы вспоминаем хорошую поговорку: на Бога надейся, но и на себя, как бы, но и сам-то не плашай. То есть воспитание собственного мнения, собственных каких-то императивов внутренних – это необходимый элемент. Этому, видимо, мы не противоречим. А в то же время была всегда традиция. Выходишь из дома, проси благословения родителей. Да, конечно. Не против? Простите, Это друзья. разные вещи. Простите, друзья. Но очень важно, надо понимать, что травмированные родители Вот. делают травмированных детей. Да. И такие дети никогда не будут брать благословение у своих травмированных родителей, потому что они пожинают свое, что они посеяли. И мы так и оставим все это. Нет, в том-то и дело, что нам нужно что-то исправлять. Здесь было сказано, на самом деле, очень хорошие слова по поводу того, что нужно оставить родительские вот эти все страхи, неустроения, всякие там тараканы в голове, да, которые существуют. Нет, я родителей своих почитаю, я своих родителей люблю, их все положительные стороны, и я буду в себе взращивать. Но все, что было мне помехой, и страхами даже иногда, манипуляцией, да, я хотел бы отодвинуть, чтобы мои дети, видя меня, не повторили ошибки моих родителей. То есть я могу сделать эти ошибки. Здесь речь не идет о том, чтобы ошибки повторяли родители. Здесь вообще вопрос о том, что нельзя, даже если родитель пьющий, и даже если родитель совсем-совсем плохой, ребенок должен все равно его уважать, жалеть. Никто это не говорит. Никто не спорит, никто не спорит. Да. Давайте искать консенсус. То есть вы правы полностью. Все верно. Мы просто говорим о том, что слепо копировать модель поведения – это тоже вредно. Если папа алкоголик… Я вообще не об этом говорю. Да. Поэтому мы с вами на одной волне. Все хорошо. О отношении родителей к детям и самое главное детей к родителям, потому что на самом деле вот я сейчас слушаю и понимаю, может быть, где есть вот эти корни вот этого самого женского одиночества, когда молодые женщины красивые, успешные, с образованием, с работой, квартирой, и не одной, и с машиной, и они одни. Почему это происходит? Может быть, как раз потому, что она не может свою мать простить или отца, потому что вот что-то там ее гнетет, да? Не принимает. Может быть. Подождите, много-много, что можно вот здесь услышать. Я бы хотела вот еще Юлии Снойчик дать слово, потому что много общается она с такими, да, с молодыми женщинами, девушками, у которых вот какое настроение там, о чем они думают, как вы думаете, почему эта проблема есть среди молодежи? Да, спасибо. Скажу, я состою в беседе многим там, которые находятся в декрете. И они думают, как бы выжить. Это единственное, как бы выжить. И я даже хотела прокомментировать вот то, что немножко Надежда сказала, как она воспитывает свою дочь сейчас. А я думаю, очень жаль, что меня не научили, не показали, как мне придется в семье служить. Да, у меня тоже куча идей. Я хочу это, то, все, а муж мне говорит, а я хочу, чтобы ты дома сидела. То есть вот. И у нас получается такой конфликт, да, я там, давай я это открою, я там город захвачу. Меня учили в семье, что я личность, что я много смогу, а мне стукнуло 18 лет, я вышла замуж, и все, что я смогу, осталось как бы вот, то ли никому не нужно. Ну вот проблема, это и есть, в принципе, у всех молодых мам, с которыми я общаюсь. То есть они хотели чего-то там, их выучили в художественной школе, в музыкальной школе, они вышли замуж и все. Это же самое главное, вышли замуж. Да, не реализовано. Вот смотрите, мы подошли к проблеме. Батюшки, Евангелие говорит так, как вот отец Максим Стыров озвучил. Наш православный идеал. Я сама была в этом всем 20 лет назад, начинала свою семью, через молитву пришла к семье, муж, дети, все замечательно. Вижу страдания современных молодых, которые готовы повторить мой путь, но
Нет выхода. Что вы можете посоветовать? Мне кажется, опять-таки, вот Женщина один на один остается. тут во многом проблема, опять-таки, клипового мышления и неумения воспринимать большие тексты целиком. Потому что вот православные мужчины, во многом с которыми я сталкиваюсь, да, они любят цитировать, что женщина да убоится своего мужа, забывая о том, что там еще есть такие слова, что муж да любит свою жену, как Христос возлюбил церковь. Это как? Жизнь за нее отдать готов. То есть вот недостаток любви приводит к таким вот немножко гиперболизации каких-то вещей. Отец Иван, что хотели сказать? Да, это все прекрасно и все хорошо. Но сказав это слово, евангельское даже, в одно в ухо влетело, а в другое вылетело. Многократно уже перечитываю Священное Писание, и только сейчас, после того, когда была проделана психологическая над собой работа, я могу принять евангельскую истину, выправившись и перестав быть кривым психологически. Мое предложение, на самом деле, пусть оно послужит таким, может быть, толчком, я очень давно об этом хочу, чтобы в нашем городе появился социальный семейный центр православной психологической помощи. Вот именно с помощи не только женщинам, но и мужчинам. Вот матушка правильно говорит, да, что я хочу, но мне не дают. А как правильно выстроить эти отношения? Ведь и мужчина тоже должен как-то давать возможность реализоваться женщине. Моя матушка тоже очень скорбит об этом. Я хотел бы, чтобы она посещала те занятия, которые она хочет. Да, и я стараюсь ей это создавать. Но для того, чтобы я больше отдавал себя семье, а меньше отдавал служению молодежному, да, нужно было много чего перенести. И это была большая кровь своя личная, боль душевная, которая вот таким образом... В общем, я занялся психологией благодаря своей супруге. Я этому очень благодарен. Потому что если бы не она, я бы это никогда бы не понял. И тогда бы у нас просто бы произошел разрыв, мы бы, развод, и мы бы разошлись. Как, в принципе, многие семьи священнические даже делают, даже и поныне, и так и будет, потому что мы травмированы, травматики с самого детства, потому что наши родители так нас, к сожалению, воспитали. И это не хорошо, не плохо, это вот данность. Я заболел, потому что меня таким, к сожалению, слепили. И это нужно сейчас уже мне с чем-то как-то быть с этим. Отец Александр. А поскольку у нас пока нет этого центра, можем прибегать к У нас уже есть такой центр, я руководитель Центра психологической помощи семье и детям «Штурвал». Мы уже год как существуем, мы уже, собственно говоря, и помогаем таким родителям. Единственное, что, вот вы правильно говорите, нет, наверное, представьтесь, пожалуйста. Смирнова Ольга Михайловна, да, руководитель. Автономная некоммерческая организация, центр. Я могу вот так. Да не, я пару слов буквально скажу. Просто, да, у нас есть такой центр, у нас работают психологи, но мы в основном работаем пока с приемными семьями, сейчас мы еще работаем с многодетными семьями, и сейчас мы еще вот работаем уже с семьями, где воспитываются дети с инвалидностью. То есть помогаем там родителям, у которых там эмоциональное выгорание, все остальное. О том, о чем вы говорите, это хорошая тема. Единственное, что у нас нет психологов, таких вот полноценных и полнокровных, кто мог бы вот это вот проводить. Может быть, вы посоветуете кого-то, вот, может быть, вы знаете. У нас даже психологи в большинстве своих случаев либо разведенные, ну вот таких вот, мне кажется, это должен человек преподавать, ну просто полноценный. Это должна сколотиться большая команда, потому что это все практически... Ну вот у нас даже вот, Илья тоже психолог в нашей команде, насколько, да? Могу посоветовать. Да. Вы скажите вот туда, как вас найти, как к вам обратиться? Ну, пока мы, скажем так, только в группе ВКонтакте у нас есть, мы пока еще не так давно существуем. Штурвал, прямо называетесь. Да, у нас автономная некоммерческая организация, Центр психологической помощи семье и детям «Штурвал». Зовут меня Смирнова Ольга Михайловна. Контакты все есть, вот у Татьяны Кальницкой можно будет обратиться. Вот. А ВКонтакте у нас уже в группе в нашей «Штурвал» вся информация нам есть, как нас можно найти. Спасибо. Пока у нас нет достаточного количества психологов квалифицированных, есть еще такой совет, к которому люди прибегали до того, как вообще появилась психология. Они шли на беседу к священнику. И как сказано, кто в чем искушаем быв, может искушаемым помочи. Так часто алкоголикам, например, помогают бывшие алкоголики. Поэтому вот всем, у кого есть сложные проблемы, всем записываются на беседу к отцу Иоанну. Он говорит, что он этот путь прошел, и поэтому может помочь другим этот путь пройти. Ну, на самом деле, это не то, что правда, а мы вместе будем идти этим путем. Потому что этот наш общий путь, и путь этот спасение церкви. В начале вот даже нашего собрания, да, вот мы сказали, что за круглым столом. Так вот, наша организация, Союз православных женщин, это ковчег, это церковь.
где мы вот сейчас вместе общаясь, да, тоже мы церковь. Вот, мы друг другу помогаем. И здесь правильное, неправильное решение можем, скажем так, стратегию своего дальнейшего действия, да, выработать. Это очень хорошо. Конечно, методом проб и ошибок с помощью Божьей мы обязательно придем. Матушка, простите, вот я просто маленький комментарий, потому что и у нас существуют травматики-священники. Они тоже есть, и есть у нас проблемы в церкви, об этом никто не говорит. Это есть, существует. Я думаю, что, в принципе, голословно не нужно говорить так вот в кулуарах только, да, об этом. Но и это тоже нужно исправлять. Это тоже. Я не могу пригласить в церковь, которая может нанести травму моим же подросткам, которые окромляются. Так что всем своим подругам, что есть такой батюшка, отец Иоанн, да он в епархии иногда общается с людьми, вот просто звоните ему, назначайте время, приходите общаться либо с мужем. Либо тот священник, тот духовник, который вот встретится на пути. А почему не психолог? Ну вот вы сейчас о психолога говорите, я просто тоже как матушка хочу сказать, что ведь мы идем на исповедь не к батюшке, мы идем на исповедь к Богу. И когда мы подходим к человеку, там, к священнику, которого хотим исповедаться, мы просим Божьей помощи, мы просим, чтобы Господь дал какие-то слова, какие-то мысли этому священнику, чтобы этот священник смог передать то, что Господь именно тебе должен сказать. А то, что там психолог, ну, может быть, там в каких-то критических ситуациях это может произойти. Но я тоже прожила большую жизнь, и я хочу сказать, что были у меня очень такие серьезные периоды жизни, кризисы и так далее. Мне помогла только церковь, никакой психолог мне не помог. Да. И только через скорбь я воцерквилась, я стала православной женщиной, православной матушкой. Тамара Александровна, да, хочу поддержать. Почему? Потому что психолог решает прежде всего задачи, понимаете, есть психология как наука, которая рассматривает человека с точки зрения различных нервно-психических процессов. Это одно, да, то есть они там могут посмотреть ваш уровень притязаний, там уровень самооценки, вашу там нервную возбудимость и так далее. То, что в душе, вот о той душе, о которой мы говорим, это не набор психических качеств, да, а та душа, о которой мы говорим, это, конечно, не сфера деятельности психолога. Отец, да? Что вы хотите сказать? Давайте еще поддержку батюшку. Давайте батюшку послушаем. Просто вот как я это ощущаю. Вот батюшка, он, значит, он всего лишь носитель Духа Святаго, который нам помогает. И тем не менее он человек. Человек. Ну, правильно, и хоть батюшка там какой-то искривленный, как некоторые говорят, да, я просто хочу сказать, что церковь всегда была невестой, чистой, непорочной, и всегда такое останется. Ну, если какое-то количество батюшек будут знать основу психологии, это хорошо. Ну, конечно. Это совсем кладезь, понимаете? Когда... Да. Я вот все жду, да. Конечно. Я хочу Ванды Цветановны немножечко вот завершить, да, Ванда Цветановна. Или у вас... Так вот, давайте мы дадим слово. Да, потому что... Людмиле Леонидовне. Людмиле Леонидовне обязательно. Вы по этой теме говорите, и вы в тему. Несколько слов вот на Людмилу Леонидовну. Не надо поворачивать. Надо. Пожалуйста, Людмила. Я хочу просто вот сказать, что вот можно, о чем мы говорим, можно принять, можно поспорить, лучше, конечно, поспорить, потому что все принять, ну, наверное, неправильно. Что мне вот показалось неправильным в нашем разговоре, мы очень много говорим о женщине, о семье, но мы ни разу почти не употребили слово «любовь». Если не будет любви, я 55 лет прожила, в этом году у меня будет 55 лет с мужем, мы прожили, в школе еще учились, 3 года знали друг друга, это, как мои дети говорят, мама, столько не живут. Вот. Вы знаете, это, чтобы сохранить семью, вот, знаете, я только потом поняла, что действительно нужно воспитывать в людях, в нас, в детях наших. Хорошо, если вот во мне эта мама воспитала, потому что она была истинно православной. Вот эту я потом только ее нашла, эту формулу любви, это апостола Павла. Что наши дети сегодня под словом «любовь» ничего неправильно, вообще неправильно понимают. Любовь ведь это терпение, это долготерпение. Мы не научились, вот, мы не учим наших детей, мы хотим, чтобы вот дай все сейчас, все, чтобы было красиво, и это никогда не будет эта крепкая семья, если вот этой настоящей истинной
апостольской любви не будет в наших детях воспитано. А воспитать может только тот, кто сам может терпеть. Терпеть, потому что вот у меня 10 лет назад муж ослеп. Мы 40 лет жили с ним, вот я беды не знала. Ослеп, и сейчас очень капризный, все. Дети даже не выдерживают, а быть ведь выдерживает, потому что больной человек. Как же, вот. Поэтому, вы знаете, вот все хорошее и все плохое идет из семьи. И вот нам, женщинам, православным женщинам, нам надо все делать для того, чтобы укреплять институт традиционной семьи, чтобы как больше у нас было вот основано на той апостольской любви, и детей своих учить этому. А все остальное приложится. Если это будет, все остальное приложится. И вот мне понравились слова, я вспомнила, выписала все даже в блокнот. Марк Твен сказал, чтобы понять, что такое любовь, семейная любовь, надо по меньшей мере прожить 25 лет. А до этого даже не говорите о любви. Вы еще ничего в ней не знаете. В этой любви надо прожить 25 лет. Поэтому вот и детям своим надо нам. И начинать надо нам каждый со своей семьи. У меня тоже не все получилось, потому что я была комсомолка, пионерка, все. Я до 10 лет ходила в церковь, а с 10 до 40, 30 лет я отмаливаю эти 30 лет, которые я как коммунист, как комсомолка, я истинно была атеистом, как меня научили в университете и везде. Вот, отмаливать надо. Но вот то, что, видимо, заложила когда-то в семье мама, оно вот дает свои плоды. И от нас, от женщин вот это зависит. Не столько даже, сколько ублажать мужа своего и там послушание и все, сколько воспитывать мальчиков мужчинами. Даже если отец не очень хороший, надо взять на себя эту ношу. Вот у меня, например, мы взяли ношу у младшей дочери, потому что она была без мужа, мы воспитывали, мне не стыдно за внука, который месяц назад пришел из армии, мы его воспитывали мальчиком настоящим, главой семьи, что ты будешь глава семьи. А девочку воспитывать, тоже вот воспитывать в терпении, в любви и терпении. Наверное, вот это. Еще я хотела бы сказать, что вот наша задача, Надежда Ивановна, мы с Галиной Викторовной представляем Союз женщин и Национальную родительскую ассоциацию. Поэтому вот наша с вами задача православных женщин, особенно православных женщин, стоять на страже традиционной семьи. Вот все, что мы не услышали, вот я сейчас ушел, отец Максим, конечно, мы уже с отцом Максимом и с Галиной Викторовной где только не выступали за то, чтобы вот не навреди институту семьи, не навреди, вот только. Если у нас вот этот центр что-то делает не так, надо вмешиваться, надо встать на это. Если вот недавно в Общественной палате обсуждался закон по насилию семейному, Галина Викторовна, отец Максим, мы были, мы с вами, вот, мы с вами должны быть на страже этого, вот объединиться и идти и стоять вот стеной, вот наше предназначение наших общественных организаций, отстаивать интересы те, которые мы с вами считаем главными. Еще я хотела бы, чтобы мы вот везде говорим, и вы, чтобы и Союз православных женщин, мне очень понравилось, как вы сказали, что надо обязательно добиться, и мы об этом везде говорим, потому что в 40% субъектов, уже даже больше, наверное, чем в 40% субъектов нашей России, семьеведение включено в факультативный курс, идет. И надо, а у нас, я все время говорю на всех, везде мы записываем, везде, и никак не можем пробить. У нас какие только не открываются факультативы, а самого главного, как ребенка, мы говорим, семья. Да семья-то сегодня, ведь родители-то сегодня. Особенно идут родители, которые в 90-е годы брошенные уже из школы и в семьи. Травмированные тогда.
Вот. И поэтому надо обязательно вот этот курс семьевидения, давайте все вместе его... Вот этот курс еще очень опасен тем, что он может попасть в руки вот не тех людей, либералов, которые, да, и которые будут как раз не то содержание давать, и не те темы. Дополнять не тем содержанием. Поэтому так и здесь нам надо здесь быть очень тоже важно начеку. понять, да, какой Традиционные ценности, учебно-методический комплект можно использовать, вот, который я продвигаю, тоже мне там стоит на столе. Ну вот здесь Вот, тоже уже нам 2 надо года. быть начеку, вот просто начеку, что это за программа будет, и что она, как она будет это утверждена программа. Половое воспитание, понимаете? Нет, нет, это не половое воспитание. Семьевидение это не половое Это воспитание. в первую очередь взаимоотношения. Чтобы не Да. было подмены понятий. главное. Психология семейной жизни, не половое воспитание. Вот от полового воспитания, Да, конечно. я и говорю, что вот это опасность. Да, это опасность, я согласна. Поэтому, вы знаете, роль женщины сегодня, вот мы говорим о семье, а я бы хотела сказать шире. От того, что у нас, ну, все согласитесь, что у нас, я не говорю там, что на Западе, Бог с ними, как они хотят, так и живут. У нас и в России глубокий духовный кризис. И мы недавно это обсуждали, и на вопросе вот, по инициативе отца Максима обсуждали в Госсовете духовно-нравственное преображение в Республике Коми. Мы говорили об этом духовном кризисе. Нас еще тоже пока не слышат. Вот это духовный кризис. И второе, нашу эпоху сегодня можно назвать эпохой убывающей совести. Сегодня честному, совестливому человеку сложнее жить. Я не знаю, как вам кажется, Да, мне вот кажется, да, конечно, вот если ты живешь по совести, тебе очень жить сегодня сложно. А если ты там нашим вашим и пробьешься, да? Вот, поэтому вот учитывая все это, нам надо вот так выстраивать свою работу. Нас все-таки, женщин, думающих за своих детей, много. И объединяясь, может быть, с союзом женщин традиционным республики, православных женщин, с родительской ассоциацией, еще с другими общественными организациями, с тем, чтобы вот, ну не знаю, отстаивать будущее наших детей. Я хочу вас поблагодарить, Надежда Ивановна, что вы пригласили. Почему? Потому что мне особенно приятно, что я была участницей установочной конференции, когда Союз православных женщин только образовывался. Я тогда тоже была приглашена, и я, конечно, думаю, что у нас очень много работы, но настолько много работы, причем вот такой кропотливой и вот такой вот ежедневной работы. Быть на страже наших детей, а это значит нашей семьи, Спасибо традиционной семьи. Людмила Леонидовна, председатель Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, как всегда, находите самые важные и точные слова, вот, которые прямо в сердце идут. Спасибо вам большое. Подводя, наверное, уже, да, подбираясь к завершению разговора, передаю слово Ванге Цветановне Поповой, методисту Коми Республиканского центра развития Коми института, да, Республиканского института развития образования, которая всю свою, наверное, сознательную профессиональную жизнь занимается тоже вопросами семьи, вопросами материнства, является экспертом различных конкурсов и участником всероссийских конкурсов на эту тему, поэтому ей всегда есть что сказать. Спасибо. Спасибо. Татьяна Сергеевна, спасибо вам и Надежда Ивановна за то, что наше сегодняшнее совместное мероприятие, вот оно прошло именно в формате круглый стол. И вот наша заформализованность иногда бывает на круглых столах, сегодня отсутствует. То есть мы сегодня очень говорим каждый о том, у кого что наболело, и это очень радует. Конечно же, я сама реализую, наверное, вот благодаря консультационному центру, который открылся в институте, просветительский проект «Родительская академия». И этот просветительский проект, он уже в течение нескольких месяцев работает над разными проблемами, которые связаны не только с подготовкой к семейной жизни, а с сохранением семьи, как внутри семейные отношения, детско-родительские, муж и жена. И все это, конечно же, связано обязательно с
с поддержкой наших священников. Огромная благодарность отцу Максиму, который всегда рядом и всегда на помощь приходит, вот как скорая помощь. Благодаря этому проекту вот, обрели мы действительно единомышленников. Вот партнерские наши отношения, я думаю, что они основаны на единой идее, на наших добрых чувствах друг к другу. И, конечно же, вот то, что вот Илья присоединился. И в наших рядах отец Максим всегда говорит, нам не хватает мужчин, нам катастрофически не хватает. И хоть мы поднимаем проблемы женщин, но мы очень за то, чтобы в наших рядах, на наших круглых столах, на наших конференциях, на наших родительских собраниях было больше мужчин. И я сама, как мама, воспитывающая, не знаю, взрослых мальчиков уже, они у меня все совершеннолетние, я всегда им говорю об ответственности, потому что без ответственности, которая возлагает на вас женщина, мама, потом жена, потом дети, без этой ответственности мужчиной стать невозможно. Потому что на самом деле сила мужская, вот роль мужчины в семье, она очень значима. А женщина вдохновительница, она хранительница домашнего очага. Она вдохновляет на то, чтобы мужчина стал вот этим вот опорой ей. И без женской роли невозможно. И поэтому никакого равенства быть в семейных отношениях не может. Вот эта иерархичность, когда каждый слушает каждого, когда каждый поддерживает друг друга в его функции, в его роли, в его миссии, вот это очень большое значение, на мой взгляд, имеет. И когда я занимаюсь и с детками, и со студентами, вот сейчас, слава Богу, Божьей помощью, удается работать с разными аудиториями, не только с педагогической, потому что одно время у нас вот только педагогическая аудитория была. Сейчас еще родительскую общественность мы просвещаем. И на вебинарах, на родительских собраниях, на родительских встречах, все это, все темы, которые мы поднимаем, все вопросы, они связаны, конечно же, с темой любви, с темой главного предназначения и с темой вообще назначения каждого человека. Для чего человек родился? Ведь многие дети находятся уже в приемниках, там, распределителях, там, где они временно пребывают, как малолетние преступники. В начальных классах детки имеют такой колоссальный опыт, они настолько развиты в плане того, что они повидали очень многое, но они совершенно не понимают, почему же они попали в эту трудную ситуацию, почему они настолько, вроде бы, казалось бы, много знают, имеют огромный опыт жизненный, но этот жизненный опыт, он не просвещен идеей вот этой добра. Они не могут отличить добро от зла, поэтому они оказались вот в таких вот условиях. И они не понимают, ну почему же они, вот заложники этой ситуации, несут ответственность. Вот такие маленькие, хрупкие дети с такими ранимыми сердцами, они буквально плачут от того, что они оказались в этой ситуации, и как им помочь. Вот это порочный круг, когда действительно родители, они должны понимать, что огромная ответственность возложена на них Господом Богом за то, чтобы ребенок стал счастливым, чтобы он смог преодолеть вот какие-то свои переживания. Вот нет у меня машины, но я не должен садиться за руль и угонять эту машину. Если у меня нет машины, то я должен всеми своими трудами, усилиями достигать целей маленькими шажками. А вот это желание обогатиться и получить все сразу приводит в вот такие кризисные ситуации. И, к сожалению, у нас очень много сегодня вот этих кризисных семей, где дети оказываются заложниками вот этого бездуховности нашей вот этого порока. И еще хотелось бы сказать о житиях святых, потому что когда мы просвещением занимаемся, мы не можем не коснуться этой темы. У нас здесь замечательный праздник, День семьи, любви и верности. Это такая хорошая альтернатива тому празднику, который отмечают на Западе, День влюбленных. И этот праздник отмечают у нас в России. Накануне такого замечательного церковного праздника, как Сретение Господне, люди отмечают совершенно чуждый нам, приземленный, непонятный праздник. И вот учителя обращаются ко мне и говорят: Иван Цветановна, как правильно провести беседу? Что правильно? Какие слова найти, чтобы до детей дошло, что нету в этом
праздники той идеи, которую бы стоило отмечать. И мы всячески стараемся уводить их какими-то разными другими нравственными, добрыми идеями, отвлечь просто, чтобы на самом деле привлечь внимание к истинным нашим ценностям, идеалам. И говорить о царской семье, говорить о Петре и Февронии Муромских, чудотворцах, говорить вот о таких книгах, в которых каждую аудиторию мне отец Максим несет один раз на всю жизнь. Вот это на самом деле кладезь житейского опыта, очень просто, легко и доходчиво выраженного священником Ильей Шугаевым. И вот в этом издании очень хорошая идея, что на самом деле правильно выйти замуж, это значит готовить к себя к супружеской жизни с детства. То есть вот эта вот картина мира, матрица, из которой строится детская психология, она выстраивается за счет того, что ребенку читают, какие мультфильмы он смотрит, как разговаривают в семье родители, что они думают о соседях, какие выстраиваются взаимоотношения в коллективе. И от всего этого выстраивается представление о том, какой же должен быть человек как зрелая личность. И вот Феврония показывает нам идеал, опять же, в котором говорится о том, что Феврония, она целенаправленно, сознательно хочет выйти за Петра. Не потому, что он князь, а потому что она понимает, что без нее он может даже пропасть, что она может ему помочь, что она настолько вот готова служить ради этой любви, ради вот этих вот, ну как сказать, добродетелей, к которым нужно стремиться с супругом в совместном своем житии. И вот они нам показали этот подвиг самопреодоления, умение прийти на помощь, несмотря ни на что, на все испытания, остаться верными друг другу. И это, конечно, вот эти примеры, когда разговариваешь с педагогами, да и с детками, практически неизвестны нашим соотечественникам, ну, тем, кто занимается образованием. Откуда это житие, о чем оно? Мало кто знает эту историю. Почему Феврония именно ставит такую цель выйти замуж, и она намеренно оставляет одну язву на теле Петра в последующем, когда вот все-таки приходится ему на ней жениться. Вот это вот просто потрясающе. У нас всегда говорилось о том, что женщина, она должна ждать, что ей что-то там упадет, да, вот в советское время. Но на самом деле не было вот такого серьезного отношения к тому, что женщина с детства должна осознавать, что она не только гражданин этого государства, личность, человек, но она еще мама и жена, и это ее главное назначение. Может быть, я очень сумбурно много говорю, но мне очень хочется, вот, чтобы наши круглые столы, чтобы наши все просветительские проекты и все наши некоммерческие организации, и все наши мероприятия, конференции, рождественские чтения, которые Тамара Александровна, у нас матушка наша, всегда организует, чтобы все это служило, конечно же, самому главному в нашей жизни, чтобы наши дети, они понимали, для чего они живут, и чтобы они знали, как правильно выйти замуж, и как правильно жениться, и как честно и добросовестно трудиться для того, чтобы семья созидалась. И насколько это важно. Да. Спасибо большое, Ванда. Спасибо. Итак, Дайте слово нашим гостям. Еще у меня вопрос. Ване Светлановне, можно? Конечно, конечно. Ванна Светлановна, вот вы говорили, что взамен православным, точнее не православным праздникам, хорошо бы отмечать другие даты. А наши предки тоже они были не глупыми людьми, и многие светские, даже более языческие праздники они делали христианскими, например, как Иван Купала, Рождество Предтечи и Креститель Господень Иоанна. Да, мы сейчас знаем этот день, как этот день. Так и 14 февраля не отмечать ли как православный, хороший, христианский, хорошим наполнением? Может быть, вот эти переносы вот этих дат на другие какие-то, да, это нашим врагам и это на пользу. Да, батюшка, очень согласна с вами. Вот это
Интересная очень мысль. На самом деле, да. Чтобы не переносить, а правильно ставить акценты, да? И там, и здесь, и везде праздновать эти праздники Добавить еще по День семье. Петра и Февронии. Да. Почему бы и нет? Почему бы и Например. нет, да. Предпразднество, встретение. И, уважаемые коллеги, у нас вот буклетики я принесла, наш консультационный центр, ну, он развивается, мы, конечно, еще только-только делаем, можно сказать, первые шаги, так же, как и Союз православных женщин. И хотелось бы сказать, что у нас на сайте есть очень много информации уже, которая появляется, дополняется, систематизируется. Мы ждем ваших предложений. У нас сейчас формируется план. И мероприятия наши, я думаю, что будут всегда с вашим участием и поддержкой. Спасибо вам. Спасибо. Ну, что ж, друзья, мы к завершению, кто, я думаю, что да, вот отзывы какие-то кто, все равно. я думаю, что вот накапливал, да, все это время информацию, и думаю, что есть что сказать по поводу того, что вы здесь услышали. Дорогие друзья, кто-то вы хотели сказать? Представьтесь, пожалуйста. Хорошо, коротко скажу. Меня зовут Ольга, я многодетная мама. Я здесь оказалась просто из любопытства. Вот. Интересная очень тема. Хотелось бы согласиться, что действительно семья – это тот институт, где и женщина, и мужчина могут раскрыться как личности и именно обрести некую гармонию. То есть исключительно в семье, в браке и женщина, и мужчина, они вот гармонизируются, они реализуются. Это я как бы по себе могу сказать. Очень поддерживаю идею по поводу введения в образовательных организациях курса по семьеведению. Но действительно тут важно, кто это будет преподавать и что именно, да, чтобы это не сводилось к каким-то понятиям, каким-то, ну, к тому, что педагог будет диктовать определения, а дети будут записывать и ставить, где нужно, запятые и точки. Вот. Возможно, даже общественные организации, да, тут должны подключиться как-то и либо контролировать, либо воздействовать. Вот. И очень хорошая идея по поводу вот какого-то единого центра психологической поддержки, потому что в любой семье всегда есть проблемы, психологические проблемы. Это закон как бы развития вообще отношений. Конфликты есть, бывают кризисные периоды. И это исключительно важно, когда будет куда обратиться. И с этой точки зрения мне хотелось бы еще обратить внимание на тему социальных сетей. Я считаю, что вот сегодня любой бизнес, да, очень эффективно продвигается через соцсети. Также и вот деятельность общественных объединений, на мой взгляд, должна более активно продвигаться через социальные сети. В этом плане, ну, какая-то нужна более грамотная координация, чтобы те, кто сталкивается с проблемами, могли, ну, быстрее найти, куда обратиться. Например, вот прекрасные вот тезисы консультационного центра, но в сети ВКонтакте очень как-то слабовато представлен центр. Сайт у нас сайт. Ну, на сегодняшний день как раз и бизнес уходит от сайтов в социальные сети. И да, считаю, что общественные объединения тоже должны от сайтов уходить в социальные сети и координироваться больше в этом. Ну, а каким образом вы информацию нашли? Не через социальную сеть? Я через ассоциацию многодетных семей, через Елену, да? сеть. Через Елену. Да, да. Ну, ее, наверное, вот сегодня по каким-то причинам нет, хотя она обещала тоже подойти. Спасибо вам, что вы к нам тоже присоединились. Спасибо. Вот в том, да, крыле вижу. Если вам что-то сказать, обобщить. Ну, Галина Викторовна, мне кажется, она Коллеги, наша... вот сегодня мне хочется Да, просто просто послушать, да, и порадоваться, что благодаря вашему приглашению мы в очередной раз находимся среди тех людей, которые не просто осознают то, что они говорят, и говорят то, что они уже делают, когда ты понимаешь, что это на самом деле делается, и это на самом деле волнует, то как-то легче становится дышать после того, когда ты вращаешься в основном мире, который сегодня наполнен самыми негативными событиями в отношении семьи, детей. Особенно в сегодняшнее время, когда мы видим, какое страшное наступление идет на семью.
И вот как бы мы ни говорили, психологи, я много раз сталкивалась с психологами, знаю, что это очень хорошие люди. Но если психолог не православный, он по-другому работает. Без опыта, лично. Если он, да. Сегодня отличные психологи – это батюшки, потому что, вот я говорю, если иногда меня спрашивают, вот где, я всегда говорю, отец Максим, отец Иоанн, я про отца Александра говорю, я говорю, сегодня у нас очень мощное движение молодых священников, православных священников, и это то, что как раз вам надо, если вы правда хотите, чтобы вам, ну, вашей душе отдохновение все-таки пришло. Ведь очень сложно молодежи сегодня разобраться в том, что происходит, и вот кто бы ни выступал, честно говорю, мне все время хотелось сказать, а как это? Потому что мы все правильно говорим. Но ведь когда мы даже что-то делаем, мы не видим того желаемого результата так быстро, как хотелось бы. Мы просто собираем некое сообщество единомышленников. И это здорово, потому что вот Людмила Леонидовна очень часто произносит фразу «Нам сегодня обществом надо вставать против», поскольку любой человек, который облечен властью, который инструктивно исполняет те должностные обязанности, прописанные уже все, он, может быть, и желал бы что-то, но он должен вписываться в те рамки, которые ему дозволяются в рамках своих полномочий. А вот общественность, тем более вот подпитанная сегодняшним общением, да, она уже по-другому совершенно реагирует, по-другому доносит какие-то вещи. Я вот слушала, ушла, да, Наталья Григорьевна, она вот эту фразу, мне даже страшно стало, когда она ее принесла. Не слушайте родителей. Мне захотелось сказать, неужели вы правда произносите эти фразы? Обязательно слушать родителей, обязательно. Мало того, сегодня так много делается, чтобы мы не слушали родителей. В школе, посмотрите, на видном месте красочные плакаты. Позвони по такому-то телефону, если тебе плохо, и изображен ребенок, который весь такой измученный. Позвони по телефону чужому дяде, тете, кому угодно, но не обратись сначала к маме и папе, к бабушке и дедушке. Вот ведь откуда уже идет разрушение семьи. То есть даже педагоги, они как-то идут на поводу. Вот сказали им это сделать, они вывесили. И вот это внутреннее противоречие, которое сегодня существует в нашем обществе. Мы все хотим, чтобы люди были счастливы, чтобы наши дети создали хорошие семьи. Мы хотим оградить от тех ошибок, которые мы в собственных семьях допустили. Но мы все время сталкиваемся с мыслью, а как? Поскольку слишком много таких вот течений, а ребенок вот в этом круговороте все больше убеждается, что вообще зачем семья, когда можно вообще без семьи жить, а вообще зачем себя обременять какими-то обязанностями и так далее, потому что можно ведь переборщить, когда ты должен, правда? Когда сегодня можно ничего не должно, а иметь все. И как разобраться все-таки, где правильно. И вот в этом случае я всегда говорю, мы не разберемся, если мы в основу всех наших отношений не положим духовность, не положим традиции, и будем это отставить на всех уровнях. Ну вот мы с вами сейчас поговорили. Скажите, пожалуйста, а дальше что? Очень хорошо. Есть предложение. Вот. Да, если я его озвучу, поддерживать Иоанна. Ну, как итог. Да, давайте. Нет, предложение по ходу вот сразу. Да, чтобы не потерять эту мысль, понимаете. Мы много говорили с вами о необходимости церкви как ковчег спасения, о спасительном вообще таком процессе прибегания к нашим батюшкам, и тем не менее назрело время и потребность православного сообщества в создании и в нашей епархии тоже психологического православного центра. Я полностью поддерживаю отца Иоанна Койшева. Я это говорю как тоже жена священника. Это необходимо для наших семей, для семей мирских и находящихся в храме в том числе. Как бы я не умаляю спасительность самой церкви, я не умаляю Евангелие ни в коем случае. Но дело в том, что это диктует время, свои условия. И это не противоречит. Да, Матушка Надежда, никогда ни одно общество не стоит и не будет стоять на традиции и на духовности. Оно стоит на Христе. И только лишь Христос позволяет нам дальше делать, дышать. Однажды я одного священника спросил, на чем же держится наша церковь? Он ответил, на традиции. Не на традиции, на Христе. Даже если вся традиция будет изменена, все полностью,
но Христос останется, то и останется церковь. Понимаете, мы... А вот чтобы прийти к Христу, надо быть человеком духовным, прежде всего, нравственным, потому что, чтобы понять вот то, что вы говорите, нужно стать прежде всего человеком действительно нравственным, духовным, совестливым, еще там каким-то, иначе не придешь вот к этому традиции понятию. это есть механизм. А традиции, они... Можно ведь прийти, Людмила Леонидовна, конечно. Можно безнравственному совершенно человеку. Совершенно. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Первая заповедь блаженства. Нищий духом, то есть такие, даже бездуховные такие могут прийти ко Христу. Это-то и обнадеживает как раз. Он меняет, потому что придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я вас упокою вы. Я не против церкви, я сам священник. Но я за то, чтобы люди, которые посещают богослужение и церковь, были осмысленны. Потому что у нас чаще всего видишь стеклянные глаза на богослужениях, безучастное сердце. И это меня очень сильно уязвляет. Вот немножко, если разрешите, дополню. Вот замечательная идея создания православного психологического центра. И почему вот мне, как психологу, практикующему, мне это нравится. Вообще, что такое психология? В принципе, да? Здесь, опять же, надо разделять вот направления. Школы психологии, есть фрейдизм, откровенная бесовщина, есть другие направления. Так вот, нормальная психология здорового человека – это набор инструментов. Да? Это не идеология, это не философия, как жить, как правильно, это не постулаты, поступай так, так и так. По сути, вот знаете, вот на последней лекции, да, вот и как раз тезис был такой. Есть здание, у здания есть каркас, есть общая архитектура. Эту архитектуру нарушать нельзя. И психология не для того, чтобы менять архитектуру. Психология – это перфоратор, это молоток, это гвозди для решения конкретных точечных задач. Все. Поэтому, вот если даже организовывать православный психологический центр, психолога приглашать ни в коем случае не для того, чтобы менять в корне идеологию. Нет. Психолог здесь нужен для того, чтобы он привнес элементы, соответствующие потребностям современного общества. То есть вот современные проблемы требуют современных решений. Согласны? Да. Если, например, есть проблема сексуальной распущенности, надо понимать, как ее решать на современном уровне, на современном языке. И не с точки зрения борьбы, а с точки зрения интегративного сотрудничества, и с точки зрения внутренних изменений. И не агрессивной перестройки картины мира ребенка того же самого, да? И если мы говорим про детей, здесь опять же не с детей надо начинать, а с себя. Кажется, бывает, извините меня, соломенная, а бывает деревянная, а бывает еще и покрытая металлом. Вот, поэтому, возвращаясь к направлению, наверное, лучше все-таки, чтобы ваш каркас держался на какой-то идеологии. Каркас не мой, как раз ваш идеологема, это православная. Да, православная церковь. Тогда это идея служения, идея поиска смысла жизни. То, что говорил Виктор Франкл. Совершенно правильно. Именно на нем надо строить психологию, совершенно правильно. А не на Фрейде. Вы услышали, что я сказал по поводу Фрейда вообще? Вот, да. Как раз таки я сказал, что Фрейд это откровенная бесовщина. Если мы говорим про нормальную психологию, это русская школа психофизиологии. Это Павлов, это Сеченов, это Бехтерев. Вот чисто когнитивно-поведенческий подход.